эфире рубрика «Чрезвычайное происшествие». В студии работает Александр Хавренко. Здравствуйте. Жители Сантарского района приговорили к 3 годам и 4 месяцам колонии общего режима за оскорбление представителя власти. В один из дней подсудимый перебрал с алкоголем и начал буянить. Соседи вызвали полицейских. Увидев стражей порядка, мужчина обрушился на них с оскорблениями, причем в выражениях не стеснялся. Пьяного буяна задержали и доставили в полицию. На тот момент у мужчины уже имелись 2 непогашенные судимости по статьям, связанными с приобретением и хранением наркотиков. По совокупности приговоров суд определил мужчине наказание в виде 3 лет и 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу. 10 сентября суд вынес приговор по самому резонансному делу 2019 года. На скамье подсудимых оказались 3 мужчин, которых обвинили по целому ряду особо тяжких статей, среди которых изнасилование с угрозой убийством, торговля людьми с применением насилия и разбой. 16 марта 2019 года обвиняемый насильно затащил в салон своего автомобиля женщину. На просьбу отпустить не реагировал и, отъехав недалеко от места похищения, совершил изнасилование потерпевшей. Затем отвез девушку в автосервис, где передал ее своим приятелям, забрал телефон пострадавшей и скрылся с места преступления. 2 мужчин не выпускали девушку из автосервиса, а один обвиняемый совершил насильственные действия сексуального характера. Через некоторое время жертве удалось сбежать, и она обратилась в полицию. Приговором суда обвиняемые признаны виновными. Основной фигурант уголовного дела приговорен к 14 годам колонии строгого режима. 2 его подельников получили 4 года и 6 лет колонии общего режима. Отмечается, что приговор суда в законную силу не вступил. Невнимательность участников дорожного движения часто становится причиной трагедии. В среду днем на Свердловском шоссе внедорожник Toyota Land Cruiser совершил наезд на пешехода. Молодой человек, не удостоверившись в безопасности маневра, решил перейти дорогу. При этом светофор показывал красный свет для пешеходов. Но, увлеченный телефоном, молодой человек не обратил на это внимания. Едва вступив на пешеходный переход, парень был сбит проезжающей машиной. Разобраться, кто больше виновен в этой ситуации, предстоит сотрудникам ГИБДД. В Удмуртии следователи возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства» после суицида 79-летнего ученого Альберта Разина у здания Госсовета Удмуртии. Альберт Разин – заслуженный деятель наук Удмуртии, активист удмуртского движения, выступал за сохранение и распространение удмуртской культуры и языка в своем регионе. 10 сентября Разин вышел на одиночный пикет перед зданием Госсовета. Через некоторое время мужчина облил себя горючей жидкостью и поджег. Прибывшие на место бригады скорой помощи доставили ученого в больницу. У него диагностированы ожоги более 90% тела. Через некоторое время ученый скончался. Следствие выясняет мотивы, толкнувшие Разина на этот поступок. На северо-востоке Австралии продолжают бушевать пожары. По данным полиции, некоторые из них спровоцированы людьми преднамеренно. В штатах Квинсленд и Новый Южный Уэльс эвакуируют жителей. Подробности рассказывает Анастасия Дмитриева. Сотни людей покинули свои дома на северо-востоке Австралии из-за того, что лесные пожары уничтожают огромные участки земли. Около 140 очагов бушуют в 2 штатах – Квинсленд и Новый Южный Уэльс. Кадры с нательной камеры одного из полицейских показывают, что дороги, по которым эвакуируют людей, окружены пламенем. По данным полиции, по меньшей мере 8 пожаров рассматриваются как предумышленные. По словам властей, одно из возгораний спровоцировал 12-летний мальчик. Еще 2 девочки были допрошены. Правоохранители отмечают, что пожары никогда не были такими сильными в весеннее время в Австралии. Осложняет ситуацию ветер. Австралийское метеобюро заявляет, что во вторник порывы будут усиливаться, но в среду начнут стихать, что поможет пожарным в борьбе с огнем. На этом наш выпуск подошел к концу. За развитием событий следите в следующих выпусках новостей. Всего вам доброго и будьте осторожны.